Селям алейкум! Джанлы студио на телеканале АТР, и с вами я, Алия Хаджибадинова. Сегодня у нас в гостях фронтмен группы Пушкин Клезмер Бенд, музыкант, кларнетист Митя Герасимов. Селям алейкум! Селям алейкум! Как настроение, Митя? Пока непонятно, но, в общем, по-моему, у нас закончился этот тур, и вот сейчас я перевариваю, пытаюсь осознать, что же произошло. Ну, давайте все-таки вспомним, вернемся в самое начало, и с чего пришла идея создания проекта Джуслим Оркестра? Все началось с того, что в Мусафире на Богдана Хмельницкого стали каждый день играть, каждый вечер стали играть музыканты крымско-татарские. То есть прошло какое-то время после аннексии, когда в Киеве появилось прям большое сообщество крымско-татарское. И вот сперва появился Шевкет, с которым мы стали играть время от времени и в Пушкин Клезмер Бенде, и как-то мы с ним дуэтом где-то играли. Вот. Потом появились эти остальные музыканты, и я стал каждый день ходить в Мусафир как на концерт, потому что на самом деле это, конечно, никакая не ресторанная музыка, то, что они там играли. Это традиционная, благородная, очень классно сыгранный музон. Я никак не мог наслушаться. У меня прям был такой от этого восторг. И некоторые песенки я откуда-то уже знал. Мне было очень странное это ощущение дежавю. Потом, когда я стал уже приставать к музыкантам, чтобы они рассказали, что это за мелодия, они мне сказали, это еврейская, это у нас всегда играли на свадьбах вот эти. И вот. Так я стал как-то коллекционировать, собирать новые мелодии, которые остались. Вот единственное, где они остались жить дальше, не в нотах, не на пластинках трескучих. Вот. Они остались вот в этой крымско-татарской традиции музыкальной. Ну и я все больше и больше влюблялся в эту музыку, погружался в нее. И вот это продолжается до сих пор, этот процесс.
каково быть одновременно и фронтменом своего проекта, и организатором? Жутко, ужасно, неправильно, так не должно быть. Потому что в итоге получается, что ты делаешь все понемножку, и все недостаточно хорошо, и не все успевается. Поэтому я бы хотел, может быть, все-таки быть фронтменом, а организаторские вот эти функции, их снизить просто до концепции, сформулировать идею — это то, что я придумать, это то, что я умею. Но, конечно, реализовывать все это должна команда. И я надеюсь, что я научусь это делать, потому что иначе еще пару таких проектов, и меня можно будет уже отправлять на пенсию. Я давно вообще познакомился с консерваторской музыкой, еще когда в Казани жил. Я не помню, сколько мне было лет, когда Энвер Измайлов приезжал. Энвер Измайлов приезжал в 90-е, давая концерт в Казани. Вот. И потом с разных сторон я постоянно какую-то получал информацию об этой музыке. Потом мне очень повезло, когда я впервые попал в Крым, вот это было лет 9, наверное, назад. Приехали с моим другом Топором на Казантип в Поповку. И первый самый вкусный плов мы ели у Шарфидинова, у Искандера Шарфидинова. Мы не знали, кто это такой. Это он увидел, что у нас музыкальные инструменты, попросил нас сыграть, притащил камеру на треноги, стал нас снимать. Потом сам стал с нами играть. Не взял с нас денег за ужин, подарил диск. И уже в Киеве я этот диск стал слушать и понимать, кто такие, что это вот великая такая династия Шарфидиновых. Да, это легендарная музыка. То есть мне просто все время везло очень в этом смысле. Я сразу попадал в нужные места, в нужное время. Когда я понял, что вот эти мелодии соседей, которые тоже вместе с крымско-татарской мелодией принято играть на свадьбах, что это целый репертуар, что из этого можно сделать программу, мне показалось, что это, может быть, вообще одна из самых лучших идей, которая мне приходила в голову. Я и сейчас считаю, что это безумно красивая история.
почему вы решили пригласить некоторых участников из других стран? Вот из Израиля был барабанщик и трубач из Америки. Да, сейчас скажу по нескольким причинам. Дело в том, что вот это вот пространство музыкальное украинское, которое было, в общем, разорено и разрушено на протяжении 20 века, все только и делали, что там депортировали, запрещали, убивали, и очень мало что от музыки осталось. И оказывается, что вот как-то возобновляется она, вот эта вот музыкальная история украинская, она возобновляется в основном с двух сторон. Одну часть вот этой вот традиции музыкальной сохранили иммигранты, которые успели уехать до самых жестяков. В основном это было вот начало 20-х, когда очень много евреев уехало в Америку. И продолжили там, в общем, свою культуру, свою традицию. Вот. А с другой стороны, это те народы Украины, которые вот через все этнические чистки, через все запреты, они сумели пронести какую-то часть. И это не только крымские татары. Это цыгане, которые очень вот в любых условиях они сохраняли любовь и такое благоговение перед музыкой. И это гуцулы, это вот в Буковине очень много. В общем, если вот так вот собирать из осколочков, то собирается вот удивительный такой пазл красивый. Поэтому вот Фрэнк Лондон, которого мы пригласили, это как раз один из тех американцев, кто вот вскоре после распада Союза стал приезжать там, в Украине, в России, в разных местах. Проходили клезмерские фестивали, такие учебные для музыкантов. И американцы приезжали, чтобы в те места, где эта музыка когда-то была, чтобы снова научить людей, напомнить, снова научить их ее играть. Так я вот когда-то лет 10 или 12 уже, как мы познакомились с Фрэнком, мы дружим. Он из тех редких музыкантов умных, для кого важна не музыка сама по себе, а музыка как часть какой-то большой истории. И он очень хорошо понимает вообще, что происходит сейчас в Украине, что происходит с Крымом. И для него, мне кажется, эта история, особенно когда мы приехали в Новоалексеевку, когда вы нас привели в дом к Гульнаре Бекировой, и вот Фрэнк начал это узнавать изнутри, а не из Гугла, не из моих историй, то его очень вообще эта история, он очень проникся. Да, и у Фрэнка была шикарная, вот один из моих любимых его альбомов, это такой Brotherhood of Brass, как бы братство меди, которое он записал с моим любимым Бобаном Марковичем, такой вот великий балканский сербский трубач и бенд-лидер. Вот. И Фрэнк умудрился вот со своим нью-йоркским клезмерским духовым оркестром, с Бобаном Марковичем, сделать жутко интересное и органичное. То есть вот он их как-то так слил в один большущий оркестр. Я его все время переслушиваю, и как-то, может быть, он меня вдохновил тоже и на этот проект.
на сегодня все, дорогие друзья. Продолжение программы с участием Джуслим Оркестра вы увидите уже совсем скоро. Оставайтесь с телеканалом АТР, слушайте хорошую музыку, подписывайтесь на сайт телеканала АТР.